Қайырлы күн, құрметті достар! В этом видео мы с вами поближе познакомимся с послелогами родительного падежа. А прежде давайте вспомним, что такое послелоги в целом. Это такая группа слов, которая самостоятельно никогда не используется. Перед вами сводная таблица падежей казахского языка. По сути, падежная система казахского языка. Так вот, в последнем столбике вы видите самую большую группу слов, так называемые послелоги. В казахской версии они называются септеуликтер. Из казахского названия данной категории понятно, что эти слова конкретно относятся к теме септик жалгал, относятся к падежам. Так вот, из 7 у 5 падежей есть своя личная группа послелогов. И сегодня мы обратим внимание на личные послелоги родительного падежа. И примером являются слова алда, арта, үсті. Передняя часть, задняя часть, верхняя часть. В целом все слова, которые относятся к данной группе, обозначают место. Если мы посмотрим на нашу доску красивую, то у этой доски есть передняя часть, есть задняя часть, есть нижняя часть, верхняя часть, правая сторона, левая сторона. Все слова, которые относятся в этой группе находятся, обозначают некое место. И использовать мы эти слова будем всегда в сочетании со словом, в котором будет обязательно стоять окончание родительного падежа, окончание алексептик. Почему? Потому что данные слова обозначают место, которое принадлежит чему-то. И в данной конструкции вы узнаете нашу притяжательную форму. То есть, когда в первом слове стоит окончание алексептик, и мы эти окончания уже с вами называем крючком, и стоит окончание родительного падежа, а во втором слове есть окончание, притяжательное окончание, то сочетание двух слов обозначает, что вот это второе слово первому слову принадлежит. Хочу обратить ваше внимание, что в послелогах родительного падежа уже в составе послелогов встроены окончания, притяжательные окончания. И, как правило, это окончание третьего лица, притяжательное окончание третьего лица. То есть вот эти все окончания обозначают, что это вот это место его, либо ее. То есть вот чему-то оно принадлежит. Хочу сказать, что в составе данной группы послелогов есть слова, которые по сути в жизни используются самостоятельно, такие как баса, начало, и мы понимаем, что слово бас это голова. Аяга, окончание, конечная часть, окончание, допустим, фильма, книги, но мы в этом слове узнаем слово аяк, нога. Среди этих слов, повторюсь, есть слова, которые по природе самостоятельно используются, но в сочетании, в следующей формуле. Когда в первом слове стоит окончание родительного падежа, а далее идет слово, в составе которого есть притяжательное окончание третьего лица, значит, вот этому принадлежит. Үйдің алды, передняя часть дома. Үйдің арты, задняя часть дома. Үйдің үсті, верхняя часть дома. Вот такие простые примеры мы можем привести. В ваших упражнениях есть первое упражнение, где вы видите подобные примеры. Наша задача прописать. И, конечно, как в целом речь наша, она не столь примитивна, наша речь обычно более сложная. И поэтому мы редко говорим передняя часть моей машины, левая сторона моей машины, правая сторона твоей машины. Мы используем эти словосочетания только тогда, когда мы показываем фотографию, допустим. Либо вот, да, посмотри, допустим, там, не знаю, с правой стороны моей машины, допустим, там, не дай бог, царапина. А обычно в жизни мы используем более сложный вариант. То есть, как стандартное словосочетание в жизни более употребляемое, которое состоит из 3 слов, то есть машина, допустим, моего брата, менің ағамның машинасы, дочь твоей сестры, сенің апаңның қызы. Так и эти же слова, они используются в такого же рода словосочетаниях. Менің кітабымның басы, начало моей книги. Сенің машинаңның үсті, верхняя часть твоей машины. Мы с вами договорились и уже хорошо знаем, что притяжательные местоимения мы в целом можем в принципе не использовать. Почему? Потому что вот эти местоимения, они продублированы окончанием. Окончание всегда есть железобетонно. Местоимение может отсутствовать. То есть мы можем использовать вариант менің кітабымның басы, либо просто кітабымның басы. Мы не можем использовать вариант менің кітаптың басы. То есть окончание оно должно быть обязательно.
Вот такая простая тема. И чтобы эта тема закрепилась, конечно, мы должны сделать ряд предложений. И сегодня под этим видео вы увидите упражнение, которое нужно будет обязательно прописать. Обязательно упражнение нужно сделать с русского языка, далее с казахского языка, второе упражнение, и третье упражнение, оно обязательно. Нужно будет составить свои словосочетания по подобным, ну, по первому, второму упражнению, и прописать свои. Сначала вы составляете словосочетания, примеры словосочетаний на русском языке свои, а потом сами себя и перепроверяете. В любом языке есть три уровня упражнений. Первый уровень – это когда вы берете с изучаемого языка, переводите по формуле на изучаемый язык. Ну, нет, с активного языка, вернее, вы по формуле переводите на изучаемый язык. Второе упражнение вы с изучаемого, ну, допустим, в данном случае казахский язык, с казахского на русский. Это упражнение сложнее, чем первое. Почему? Потому что если вы видите казахский вариант словосочетания, предложения, вы его никогда не сможете перевести и понять, если вы не владеете некой информацией. Так вот, в первом уровне упражнений вы, познакомившись с информацией, вы ее закладываете в голову. А вот выполняя второй уровень сложности упражнений, ваша голова уже распознает информацию. И третий уровень, в чем сложность? В том, что нужно составить предложение либо словосочетание на русском языке, но уже согласно казахской логике. И потом самого себя перевести. Вот такая интересная, очень простая, очень интересная тема. И еще хочу немножечко добавить, что словосочетание «үйдің алды» является словосочетанием в начальной форме, в именительном падеже. То есть мы отвечаем на вопрос «мынау». Была бы фотография «үйдің алды». «Менің кітабымның басы». Это словосочетание тоже стоит в начальной форме, потому что вы бы показали, допустим, ну вот я бы вам показала этот лист, и это начало моей книги, моего большого романа. Я бы сказала «мне кітабымның басы», начало моего романа. Но в жизни редко используется, хочу сказать, что, как правило, вот эти слова, они используются нами в просклоненном варианте. То есть в именительном падеже будет «үйдің алды», передняя часть дома. В родительном падеже, допустим, вот передней части дома принадлежит, не знаю, там, фотография передней части дома. То есть мы вот сюда опять-таки можем «алдының», допустим, фотосы. То есть вот к этому выражению далее может следовать, ну, еще что-то может принадлежать. Следующий вариант. Допустим, вы говорите брату «подъедь к передней части дома», допустим, не справа, а, допустим, с передней части, да, с центрального входа. «Үйдің алдына» мы используем дательно-направительный падеж. Если мы просим сфотографировать переднюю часть дома, допустим, и фасад, и, допустим, там лужайку перед домом, то мы используем вопрос «не на», и, отвечая на вопрос винительного падежа, мы дописываем окончание винительного падежа «үйдің алдын». Если мы хотим задать вопрос «где?», то мы говорим «впереди», вот здесь мы указываем место. А место мы с вами указываем при помощи местного падежа «алдында». И если уж по-настоящему, то в жизни используется у нас даже не вот этот вариант, а вот этот вариант еще и просклоненный. Но это наши будущие темы, а на данном этапе ваша задача познакомиться с этой группой послелогов, потренироваться в использовании и максимально постараться запомнить эти слова.